Ребят, уже нахожусь на озере. Пытаюсь поймать живца. Ни хрена не получается. Опять себя ругаю за то, что я не взял мойву. Хотя уже купил, в морозилке лежит. Смотрел вчера на холодильник. Думал, взять, не взять. Я думаю, поймаю рыбу. Ага. Вот смотрите, если взять отсюда вот лунка. Первая лунка. Вторая, третья, четвертая, ну, примерно с десяток лунок. Вот еще и тут штатив приготовил. Думал, хорошую рыбалку вам покажу. Да нифига. Начинал вот с того угла. Вот с мотособаки первую лунку просверлил. На подводную камеру я сразу увидел рыбы. Только удочку спускаешь, рыба уходит. И вообще не останавливается. Не успеваю. Вон там удочка стоит. Там удочка стоит. Здесь одну уклейку поймал. Все. Больше ничего. Рыбу вот там видел еще. Видел вот тут. И вон там, где еще удочка стоит. Не стоит рыба. Белая рыба ходит где-то 100, может больше рыб так плавают и не останавливаются. Возле дна вообще рыбы нету. Прям подо льдом так ходят, плавают. Вот блин. Вот на авось, когда вот авось думаешь там поймаешь. Надо было мойву взять, попробовать. Ни разу не ловил на мойву. Опять ни с чем сегодня рыбалка у меня. Прям очень я огорчен. И прикормку сюда уже добавлял. Шляпень, короче. Сейчас соберусь и, наверное, поеду я обратно. Настроение упало. Прям начало вообще. Сам виноват. Никого не виню. Сам виноват, что мойву не взял. Надо было мойву взять и, как сказать, просто попробовать. Поймаешь, не поймаешь, просто попробовать. А сейчас рыба куда-то вообще исчезла. Я не знаю, где они. Вот старые лунка проверил, может в этом углу они есть, может тут стоят. Только просверливаешь и одно огорчение, вон одна рыба наплавает. И бездельник тут еще. Ладно. Короче, я еще, да и камера уже разряжается, а аккумулятор, наверное, сдох там. Заряжал, но, наверное, уже все, аккумулятор свой отработал, надо аккумулятор менять, если меняется. Что ж, если еще попробую, конечно, пройдусь по лункам. Если ничего не будет, я в Савероси пойду. Если успею, еще капканы хоть поставлю на куницу. Я не знаю, что делать. Просто вот сегодня хотел нормально порыбачить и нормально, порыбачить нормально. Да. Короче, ребят, я переоделся. Такой вот бушлат рабочий. А тот бушлатан, в нем слишком жарко. Короче, наживляю я уже капканы. Один капкан насторожил. Иду ко второму. Слышите, как громко. Налегке иду. Ничего не взял. Ну, топор в руках. Рюкзак, ножилки. Здесь в пакете тоже вкусняшки, вонючки, блин. Нам это вонь неприятен. А вот зверям он очень нравится. Вот. Такой ельник. Интересного особо нету. Везде вот такие замерзшие лужи. Можно, конечно, постариться идти, но я обхожу, потому что, вот видите, думаешь, он крепкий лед,
А можешь и провалиться. Лучше так обойду. Так. Да, нам надо левее идти. Ух ты, смотри. Видели? О, бля. Самая распутица, блин. Сегодня последний день осени. 30 ноября. Потом уже начинается зима. Так. Ладно, сейчас тут. Здесь я перейду старицу, конечно. И буду уже встану на свою тропу основную. Обычно я по старице на лыжах хожу. На проверке уже там пойдем. Так что посмотрим. Какая охота будет. Следов вообще никаких нету. Это сразу уже говорит о том, что есть звери или нет. Если они есть по первому снегу, они везде ходят. О, бля. О, бля. Ой, бля. Лучше. Так, надо в общем перейти как-нибудь. Переходить. Нигде ничего не замерзло. Замерзло еще. Все, это он. Ох. А, вон зачес хорошо. Так, и тулан вон ходит. Спокойно ходит, даже и белок нету. Что тут бегать там далеко? Ага. Все, теперь уже основная тропа начнется и буду шуровать ставить, потому что уже вечереет. Где-то примерно 13 капканов мне надо поставить. Ну, поставлено, просто надо насторожить. И все. А обратно уже по дороге пойду. Так, несколько раз еще такие старицы я буду переходить сегодня. Может, где-то еще буду включаться, а так в основном без съемки пойду. Оп. С берега все открыто. Полностью. Такая веревка. Ну, веревка это получается от этого, от фильтра для воды. Это утка, что я осенью добывал. Вот это выпотрошил кишки и все остальное. Так, привязываю. И все, в принципе, никакого секрета нету. Самое главное, чтобы воняло хорошечно. И все. Конечно, надо уже все это дело привязывать дома, чтобы в тайге не заморачиваться. Сегодня мы вот тут все это дело делаем. Ну и буду вешать возле капкана, чтобы зверек мог подойти к этой наживе только наступая на капкан или проходя через капкан. Смотря какие у вас капканы, проходные или же, как сказать, захватывающие. Вот так и вешаешь. И так один за другим. Тихонько. Блядь, неприятно ходить, конечно, по такому снегу. Ни на лыжах, ни пешком, блин. Такой период. Тулан куда-то ушел.
Давненько уже не вижу его. Тут обновлял зачесы. Лучше почаще зачес делать. Сейчас снег еще выпадет, там на ветке много снега. На ветках будет и просто теряешь свои тропы зимние. Летние это может еще и увидишь, а вот зимние зимой, конечно. Так, ладно. Уф, в общем, перекур, ребят. Запарился. Сейчас прошел сырое место. Вот это место, там у меня стоит на сыром месте Тулан, мон. Ну, мон гулять, мон. Мон, не подлизывайся. В общем, вот на этом сыром месте у меня 3 капкана стоит. Когда уже буду я капканы, ну, снимать, как сказать, ну, закрывать, я имею в виду. Я вот эти 3 капкана оттуда возьму и поменяю тропу. Потому что там вообще жесть ходить. И толку я не вижу. Сейчас проверил еще одно место на будущий год. Место хорошее. Вот такая сосновый лес. И самое главное сухое для ходьбы. Место топчет. Вот не может сразу вот лечь. Почему у него такое? Вообще нечего возраста так. Некоторые собаки лягут и все. А этот крутится. Долго ведь крутится. Топчет и топчет. Что-то вот не нравится ему. Потом завалится, там резко падает. Нормально лег. Вот. Ну еще половина пути. Надеюсь, до темна успею. Но если что, я фонарик взял. В пакете последняя нажива. И еще в рюкзаке у меня. Вот. Следов вообще никаких нету. Видел одного черного дятла. Друг на глаза попал, и, блин, аж что там, зверь какой пробежал, оказывается. Он низом пролетел так. Ничьих, ни следов, ничьих, ни рябчика, ни белок, ни куницы. Мертвый лес, реально мертвый лес стал. Ужас. Я не знаю, что говорить. Я не знаю, что думать, ребят. Пишут, комментируют, что все истребили браконьеры. Так мне пишут. Да никто это не истреблял, чтобы все подряд до последнего там исчезнуть. Ни одного зайца нету и ничего. Я в интернете смотрю, обычное поле. На полях кустарник, какие-то метры высотой кустарники. И охотятся там гончими и добывают по 5 зайцев в день. Прям зайцев очень много. У нас такая хорошая тайга. Прям хорошая, настоящая тайга. И есть старые вырубки, есть новые вырубки. Новый подсад, где выходит рябина, осина. И кормовая база просто ужасно хорошая. Просто хорошая для зайцев. Нету. Не знаю, что происходит. Лет, я не знаю, лет 15, наверное, уже точно. Прям все, зайцы исчезли. А знаете, сколько их было? Вот так идешь тропинка, идешь след, там след. Смотришь, заяц сидит под елкой там, добываешь. Или где-то собака поднимет. Очень много было зайцев и просто исчезло. Не знаю, когда это восстановится. Не знаю, на нашем веку оно уже точно не будет. Я уже надежды я вообще потерял. И чтобы так идти, и ни одного следа рябчиков и зайцев, это уже перебор. Что-то неладное с природой. Не от охотников это. Там, на полях, более южнее от нас.
где широкие поля, там добывают зайцев каждый день по десятки штук. Добывают, и они... Заяц плодится, наверное, 2 раза в год. И даже лисьих следов нету. Ну, понятное дело, нету кормовой базы для зверей, не будет и звери. Для них тоже нужен. Для волка нужен олень, лось. В основном, как сказать, еще зайцы. А для куницы тоже зайцы нужны, мыши нужны. А мышей, следов мышиных даже нету. На мышей-то охотники не ловят, не стреляют. Даже мышей, в нашем лесу мышей даже нету. Вот так вот. А вы говорите, охотники. Ну, пытаемся что-то поймать, как бы интерес у охотника, инстинкт охотника, это на всю жизнь, и есть она, птица или звери, или нет. Там, вот, я знаю, что бестолковое занятие, я делаю это, хожу капкан, настораживаю, это бесполезное занятие, я это знаю, но вот хочется, вот ждешь вот всю целый год, осень, ждешь вот первый снег, и хочется вот поставить капканы. Попадет, не попадет. Если не попадет, я не буду там, не огорчаться я не буду. Как бы не голодаем, чтобы вот, как сказать, жил бы только лесом, другое дело. А многие так думают, что вот в тайге там добываю на весь год. Да ни хрена тут у нас нету. Вот. Лед ест, он лапы чистит. Собака тоже уже как бы интерес потерял, никуда не ходит. Возле меня так идет, не спеша. Что поделаешь. Собака тоже надо, как бы, чтобы было за кем гоняться там. Вот так. Так что в будущем, наверное, вообще даже и оружие не понадобится. Так вот, с камерой будем ходить, снимать вот этот лес, тайгу и все. А чтобы вот добывать, как раньше, не знаю, когда это будет. Понятное дело, зимой рябчика мы практически не добываем. В основном косачи там. Косачей много тоже было. Целый день гоняешь там до вечера. Сейчас, сегодня я лично никого еще не видел. Вот, ну, посидел, немножко подостыл и дальше пойдем. Здесь уже хорошая дорога будет, несколько сырых мест, но это нормально. Вот там, вот сейчас, где я прошел, вот тут, где-то вон там, наверное, выходил, да, вон там тропинка. Я эту тропинку оставлю, все это я оттуда капканы заберу. Другими путями буду ходить. Вот так меняю место, тропы меняю. Где-то 1 год, где-то в одном месте, потом перехожу на другое место. Если нету, там не ловится ничего. Вот как и на рыбалке, скажем, донку поставил, не клюет, там поставил на другое место, поймал, уже знаешь, там будет клевать. Старый большой муравейник разбитый, очень большой, капец. Еще, ребята, один момент такой. Ну вот, некоторым мои фильмы вообще не нравятся там. Не нравится и все равно смотрят. И пытаются чем-то меня задеть. Ну и тоже я таких зрителей не понимаю. Почему некоторые... Вот я рассказал обстановку, что творится в нашем лесу, что есть, как есть, я то и снимаю, показываю, рассказываю. Если много птиц или зверей, там, конечно же, я с удовольствием все следы даже покажу. А вот в данный момент нету. Я вот это все рассказываю, показываю. И все равно начнутся комментарии такие. Вот там охотник, тоже из Коми, там, добывает там птицу и рыбы там.
Пусть добывают. Какая разница? Они живут своей жизнью. И, скажем, разница Коми-Республика очень большая. И разница может быть даже в 100 километров, 50 километров или уже 200 километров. Может и даже и 1000 километров. Скажем, вот здесь птиц вообще нету. А поедешь на 50 километров южнее или севернее, без разницы. И там уже ты можешь встречать эту птицу. А я показываю именно на том месте, где я хожу. И не надо там сравнивать меня с другим охотником. Бесполезно. Кто бы какой крутой охотник не приехал, не поднимет здесь лося, и не взлетит здесь рябчик, и не подстрелят тот глухарей. Вот именно где я сейчас нахожусь. Возможно, завтра пойду уже в другое место, уже будет другая картина. Может, кого-то и увижу, может, рябчика подниму или еще. Вот. Но я смотрю тоже охотников, вижу, как они добывают. Но я с этим ничего не могу поделать. Я ничего изменить не могу. Я это хотел сказать. Я здесь ничего изменить не могу. Потому что на данный момент уже несколько лет вообще птиц. Ну, уходит. От чего-то птица уходит. Будем надеяться, может, в будущем году что-то изменится, больше станет. А в этом году, ну, вообще плачевно. Вот и все, ребят. В общем, насторожил. Это последний капкан у меня. Все капканы насторожил. 4 привода еще осталось. На 4 капкана. У меня заречье еще, получается, 3 капкана. Вот самое то. Но сегодня и завтра я переходить заречье я еще не стану. Потому что лед опасный. Не хочу рисковать. Потому что, знаете, вот никто не знает, что там может быть под снегом. Лед тонкий. Сейчас припорошило еще снег. Да возле берега еще открыто. Вода поднималась. Нет. В следующий раз. Да и не знаю. Следующего раза может и не быть. Так как толку не вижу, я об этом уже говорил. Хотел еще на вторую избу сходить, настораживать капканы. Тоже не вариант, что буду заниматься этим. В этом сезоне смысла я не вижу. Вот сейчас подостыну немножко, вспотел. Здесь тоже очень плохой участок, вон там. Валежник на каждом 2 метра, валежник. Скачешь, блин. Ну или если пилой пройти там, спилить легче. Надо отдельный день как-то поставить и пилить. Но обычно я этим не занимаюсь. Вот на второй избе за 20 лет охоты на один раз пилой прошел. Чистил тропинки и все. Просто не успеваешь чистить, все сваливается. Пешком там нормально еще можно идти, а, скажем, если на снегоходе, это уже бесполезно. Вот. Ладно, посижу и включусь уже на дороге. Тулан пришел. Вообще тяжело ему ходить. Наста, уйди, Тулан. Не буду я тебя там гладить. Хитрый. Захочет, подойдет. Позовешь, хрен подойдет. Сейчас, ребят, покажу знакомое место. Так, где я обычно выхожу к реке-то. Вот она. Открыто еще там. О. Узнаете? Должны узнать. Осенью я на лодке сплавлялся. И вот здесь я застрял. Там все открыто. Там мелко. И течение. А тут омут. Очень глубокий омут здесь был. Ой-ой-ой. Страшно подумать, какая была глубина тут. Там поворот еще намного больше был.
язей тут ловили. Много рыбы. А сейчас. Я удивлялся, вон там, вот где вот открыто. Там вообще так мелко стало. Там вообще бешеная глубина была раньше. А сейчас так мелко, что еле на моторке поднимался. Лок тулайн летчи. Лок. Обожает речку. Лед там вообще. Видно, что этот завис. Ну, провис или как. Вода упала. Много еще. Многое уже упало воды. Шел куда-то. Деловой. До избы не так много уже осталось. Пойду печку затоплю нормально. Буду варить, готовить. Или макароны сварю, или суп. Слышу буран там наверху. Это с утра, которые поднимались, они жерлицы ставят. Готовые караси они покупают в городе. Вот. А я надеялся, что поймаю мелочь. Ни хрена не получилось. Ладно, рыбалка на жерлице еще будет, так как зима только-только начинается у нас. Так что будет еще щука в наших фильмах. Не волнуйтесь. Рано или поздно порыбачим еще. Ух ты, как тепло тут. Пока сразу печку. Воняет, блин, жесть. Вот так вот сейчас загорится он. Разгорится. Есть. Хорошие угли. Темно, конечно, тут. Ничего не поделаешь. Самое главное, вот так в избушку приходишь, так тепло, хорошо. Сейчас пока еще более-менее что-то видно, я быстро-быстро буду заготавливать дрова. Так, ладно. Сейчас еще подвалы открыли. Так, собака куда-то где-то бегает, пока не догнал меня. Ладно, сейчас буду раздеваться. Ну, не раздеваться, а разбираться, в общем, избушка здесь.